Читаем российскую газету от 29 мая 2017 года под номером 114. Статья «Сеть без суицида». Россия является одним из лидеров по количеству детских самоубийств в Европе. И значительный вклад в печальную статистику в последние годы стали вносить так называемые группы смерти в интернете. Госдума отреагировала на возникший в обществе резонанс. Законопроект, грозящий дистанционным убийцам серьезными тюремными сроками, в пятницу в Госдуме прошел третье чтение. Широкое обсуждение групп смерти и так называемой игры «Синий кит» началось в прошлом году. Тогда стало известно, что суицидальное сообщество в соцсетях уносит жизни сотни детей. В начале марта вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая отреагировала на ситуацию внесением поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации. Ее инициативу сразу же поддержал президент, выступая на заседании коллегии МВД. Нововведение, по его словам, позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную преступную деятельность. В прошлом году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. Сейчас Уголовный кодекс предусматривает за доведение до самоубийства лишение свободы на срок до 2 лет, а в случае несовершеннолетних до 5 лет. Теперь же доведение до суицида с помощью угроз и унижений в интернете можно будет получить от 5 до 8 лет, а за само создание соответствующих сообществ в соцсетях до 6 лет тюрьмы. Важно, что уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, подчеркнул глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. А это, по его словам, даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия. Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы. В этом деле поможет и сопутствующий закон, принятый Госдумой. Роскомнадзор теперь будет обязан сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента, связанного со склонением детей к самоубийству. И, конечно, продолжит их блокировку. Ведь идет настоящее наступление на неокрепшие умы. По данным Роскомнадзора, только в прошлом году было заблокировано около 5000 подобных интернет-ресурсов. Уточняется, что если организатор преступной деятельности прекратит ее добровольно и начнет активно помогать в борьбе с подобными правонарушениями, уголовное наказание может быть отменено. Правоохранители и регионы ждут принятия и скорейшего вступления в силу поправок, заверила Яровая. Она сослалась на данные Следственного комитета Российской Федерации, согласно которым в прошлом году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние 3 года совершили суицид 2205 детей. Правда, нет статистики, сколько из этих случаев результат общения в социальных сетях. Под действие поправок попадает и вовлечение детей в зацепинг, проезд снаружи транспортных средств, руфинг, проникновение на крыши высоких зданий и сооружений, а также в опасные игры по типу «беги или умри». Депутаты проголосовали за поправки единогласно. Идею парламентарии считают правильной, но у некоторых оказались сомнения насчет права применения. Ведь трудно доказать причастность тех или иных лиц к организации подобных групп, вычислить и арестовать. Статью подготовила Татьяна Замахина. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.